всего 6 человек во всей Красной Армии. Каждый из нас сделал немало для победы революционных войск. Но в то же время вы видите, что творится с нашими бедными, ни в чем не повинными братьями. Наше командование армии одной рукой лаская нас, другой рукой тайно натравливает красноармейцев, не щадит калмыков. Мы должны максимально помочь нашим землякам. Разве мы виноваты в случившемся? Мы звали наш народ, но они нас не слушают. Мы боремся за счастье всего человечества. И в этой борьбе кто против нас, будь хоть мой брат родной, пусть гибнет. Я не хочу, чтоб с лица земли исчез наш родной народ. Каждый из нас по-своему калмыцкий патриот. Но вы видите, что 1000 убитых наших братьев. У кого из нас не дрогнет сердце? Но что делать? Кто виноват? Все буржуи наши враги. Это революция! Товарищи, надо срочно написать письмо самому товарищу Ленину, чтобы он отдал приказ по фронту не убивать без суда. Советская власть не должна причинять боль мирным калмыкам!
за период войны на Крыму. Тысячи воинов Калмыкии участвовали во многих крупных сражениях 1941-1945 годов. В защите Брестской крепости, Москвы, Ленинграда, Севастополя, Сталинградской и Курской битвах, в партизанском движении на Смоленщине, Брянщине, Белоруссии, на Украине и в рядах антифашистского движения сопротивления в Европе. В Калмыцких степях в 1942 году действовало более 20 партизанских отрядов, 6 подпольных полускомов, 5 патриотических групп. За мужество и героизм, проявленные в боях против фашистских оккупантов, 14 тысяч граждан республики были награждены боевыми орденами и медалями, а 23 удостоены звания Героя Советского Союза. декабре 1943 года
вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР и депортации калмыцкого народа в северные регионы страны. Депортация калмыков рассматривалась как наказание за якобы имевшее место массового противодействия органам советской власти и как средство урегулирования конфликта, возникшего с калмыками. Операция под кодовым названием «Улус» началась в конце декабря 1943 года. До конца января 1944 года НКВД было депортировано более 120 тысяч калмыков. Их вывозили эшелонами, в основном в Омскую, Тюменскую и Новосибирскую область, Красноярский и Алтайский край. Так как переселение происходило в зимнее время, и у людей часто не было с собой теплых вещей, то многие по пути умирали. По различным данным, последствиями депортации стали потери от трети до половины всего довоенного населения страны. В начале 1944 года у воинов-калмыков, воевавших на фронтах войны, произошли драматические события. Их по национальному признаку в массовом порядке сняли с фронтов и направили в Молотовскую область, ныне Пермский край, для строительства Широковской ГЭС. Это был очередной этап депортации, теперь уже воинов-калмыков. Депортация калмыцкого народа автоматически привела к ликвидации национальной автономии. В 1944 году Калмыцкая АССР прекратила свое существование. Территорию бывшей Калмыцкой АССР разделили между Ставропольским краем, Ростовской, Сталинградской и Астраханской областями.
Çiğniyse de geleyime harve İksini halıdan zerkimi keften İnsini ve düğünü yakıdır Bunu cemanda öyle Teskini tekten haldan doğada doğar Haydi Калмыкия моя меня встречает, и теплый ветер гладит по щеке. Калмык в степи покой душевный обретает. Я тосковал вдали от дома по тебе. Я твой сын, степь моя, кровью предан навечно, и всегда был готов просидеть до утра, чтобы услышать, как в сердце моем человечно и рыдает, и плачет о счастье добра. Здравствуй, степь! Как приятно ласкать тебя взором! Я вернулся к тебе, слез любви не тая. Ты в пеленках носила меня по просторам. Здравствуй, степь! Моя гордость и сила моя! Дорогие мои земляки, потомки воинственных айратов, более 3 столетий назад мы, придя в пределы России, обрели здесь свою родину. Я, боевой генерал Басан Городовиков, уверен, что мы построим страну Бумбу, о которой мечтал калмыцкий народ и воспевал в героическом эпосе Джанков. У нас великое прошлое. И мы вместе будем созидать светлое будущее для грядущих поколений. Улан Залата Халимдут, Армзу Мерян Унат, Алдыр Иркчур, Уралам!
Münchner. Erün Savans yetklesin, Цуктанаты, Халун Менды, Кюркджаневин. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в главном зале нашей страны на торжественном мероприятии, посвященном столетию со дня образования автономии Калмыкии. Этот юбилей знаменует собой целую эпоху становления республики, ее развития, экономических достижений и общественного созидания. Сегодня каждый житель нашей республики ощущает личную причастность к сегодняшнему событию, к истории своего народа, к истории многонациональной страны, к ее уникальной культуре. На сцену приглашается глава Республики Калмыкия Бату Сергеевич Хасиков. Эмоциональный пролог. И я хочу поблагодарить наш дружный творческий коллектив за то, что передали нам эту мощную эмоцию. И вот что хочется сказать здесь, в этот момент. Я горд. Я горд, потому что нашему народу не занимать силы духа. Такое количество перипетий в судьбе, такие испытания, но наш народ выстоял. Выстоял и потому, что более 400 лет назад наш народ связал свою судьбу с Россией. В истории очень много примеров, красноречиво подчеркивающих и порой даже трогательных о взаимной поддержке. И мы вместе много одержали побед и одержим еще больше. Дорогие земляки, дорогие гости, дорогие участники, Күнтай Өрмөт, сегодня здесь, в Кремлевском дворце, мы начинаем праздновать столетие образования автономии Калмыкии. И этим, и многим другим мы обязаны нашим предкам и нашим ветеранам, тем, кто преданно отдавался делу становления и укрепления Республики Калмыкия. Это ветераны войны, это ветераны труда. Многие потомки наших героев сегодня находятся в этом зале. И наш долг продолжать это дело. Мы должны сделать так, чтобы то, что было вложено, то, что было сделано, все это не пропало даром. И мы несем за это ответственность. Ответственность перед самими собой. Ответственность перед нашими потомками. Можно сказать, или можно думать, что впереди много сложностей. Но лично я считаю, что мы живем сейчас в благоприятное время. И это благодаря нашим предкам. Я считаю, что мы живем во время возможностей. И я хочу сказать слова благодарности нашему президенту, нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за то, что он принимает личное участие в решении тех задач, которые стоят перед республикой, за то, что он верит в потенциал нашей республики. Я хочу сказать огромное спасибо нашим федеральным коллегам, с кем мы взаимодействуем и работаем над перспективами развития Калмыкии.
Но, дорогие земляки, без вас мы не сможем реализовать этот потенциал. Сейчас в этом зале царит единение, возможно, как 100 лет назад в небольшом поселке Челгир, который является географическим центром Калмыкии. Вас здесь, в этом зале, более 5000. А тех, кто разделяет с нами переживания за нашу республику, во много раз больше. И сейчас я хочу обратиться к каждому из вас. Подумайте и спросите себя, что вы можете сделать для своей республики и для своей страны. Уверен, если каждый из нас найдет ответ на этот вопрос и реализует задуманное, то впереди нас ждет, неумолимо ждет, достойное и сильное будущее. Хальмык Танче, Уралан! Праздником всех! Спасибо! Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Куратором нашего степного региона по индивидуальной программе развития является министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Николаевич Кобылкин, который направил приветственный адрес в адрес нашего торжественного мероприятия. Позвольте пригласить на сцену первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Храмова Дениса Геннадьевича. Дорогие друзья, очень приятно исполнить поручение министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Николаевича Кобылкина и зачитать приветственный адрес. Уважаемый Бату Сергеевич, уважаемые жители Республики Калмыкия и гости торжественного мероприятия, примите мои самые искренние поздравления по случаю столетия со дня образования автономии Республики Калмыкия. Это особая и символичная дата. За минувшее столетие Калмыкия проделала огромный путь, совершенствуясь во всех отраслях, и к порогу векового юбилея подошла с накопленным экономическим и социальным опытом, позволяющим уверенно смотреть в будущее. Калмыцкая автономия является неотъемлемой частью великой державы, полноправным участником процесса формирования федеративных отношений и укрепления российской государственности. Как куратор субъекта федерации разделяю надежду жителей республики, что принятие новой программы социально-экономического развития региона придаст импульс качественным преобразованиям во всех сферах жизнедеятельности, а также сохранению уникального культурного наследия и природной самобытности Калмыкии. В этой связи нам предстоит очень большая совместная работа по объединению региона, по обводнению региона, созданию лесопарковых поясов вокруг Элисты и улучшению экологической ситуации в целом. Уверен, в тесном взаимодействии региона и федеральных властей Республика Калмыкия выйдет на новый уровень развития. Желаю вам мира, благополучия и мирного неба над головой. Пусть все намеченные планы притворяются в жизнь. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Николаевич Кобылкин. Друзья, действительно очень эмоциональный момент. Вот эта вековая история, даже не вековая, а гораздо раньше народа, которая была сейчас только что буквально передана нам этим языком пластики, голосом, она действительно говорит, что перед нами великое прошлое, но также перед нами абсолютно уверенно великое будущее, которое мы все с вами в силах сделать вместе. Спасибо, с праздником! На сцену приглашается Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Примите искренние поздравления с юбилеем вашей республики. Позвольте мне огласить приветствие мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина.
Уважаемый Бату Сергеевич, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас со столетием образования автономии Калмыкии. В 1920 году в поселке Челгир была подписана Декларация прав трудового калмыцкого народа, положившая начало его объединению и созданию на юге России новой автономной области. Уважение к истории и традициям, передаваемые из поколения в поколение, духовные, нравственные и культурные ценности народа лежат в основе современного динамичного развития Калмыкии. В республике успешно реализуются приоритетные экономические и социальные программы. Запускаются важные инфраструктурные проекты. Многое делается для улучшения инвестиционного и делового климата, комфортного общения граждан и органов власти. Москву и Калмыкию связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества. Убежден, что наше партнерство будет и впредь обогащаться интересными современными проектами. Желаю вам, уважаемый Бату Сергеевич, всем жителям республики крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в созидательном труде. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Еще раз спасибо. Спасибо. В эти праздничные дни его святейшество Далай-лама XIV направил в адрес жителей Калмыкии обращение с пожеланием мира, добра и благополучия. От имени президента и великого государственного хурала Монголии также поступили приветственные адреса со знаменательной датой столетием автономии образования Калмыкии. Дорогие друзья, мы начинаем концерт мастеров искусств Калмыкии, который сегодня представит вам удивительный мир национального искусства, красоту мелодий, песен и танцев.
Харжавахын олдез харжаважаутха. Ирсин рюсну гахуктан утнаста баткыштавайч. Оршун төвүклүүден дажыгуга, тенгригем шалтугуга бахит, олдез харжаватха. Дөрүнөт, улан салатамана халимгут, олна хормат дөрүн тüv сурган зыр, алтын хормат бакча, амыл мен меухын, олдез харжаватха.
Потому что прадед мой по крови за Россию нашу в землю лег. Подвиг наших воинов-героев знаю, помнит не один народ. От чумы коричневой всю землю русские солдаты сберегли. Не подвластен подвиг их забвенью, поклонюсь им в пояс до земли. Псы сейчас на мать Россию лают, вместе с ней я эту боль приму, вырасту, окрепну, возмужаю, и тебе, родная, помогу. Ты сейчас немного приболела, ничего, Россиюшка, крепись, как и прежде, на меня надейся, не сдавайся, матушка, держись, станешь ты великой и могучей, расцветешь, как яблонька весной. Для меня ты будешь самой лучшей, самой ненаглядной и родной.
quel mondo crudele, so chi vuole si sente fedele, non d'amor, sta non di libertà, de mariti il geloso furore, degli amanti svani e derido, tanto d'arco i cittadini se mi punge una qualche beltà. Se mi punge
gente si introduce estramente e le teste di cervello a stordire, a gonfiar. Dalla bocca fioriscendo, la schiavazza va crescendo, e forza poco. Ora già nell'oco sembra il tuo la tempesta che descende la foresta, affresciando rotolando e ti vado rongellando, alla dentro bocca scopre la notte e produce una esplosione. Libiam e lieti calici che la bellezza infiora, e là fuggeva l'ora s'innebbia voluta. Libiam dei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché con l'occhi al cuore onnipotente va. Libiamo amor fra i calici più caldi baci avrà. Trovo
cibidek için oltarası hurğundan cinleri hındası hurunca için altından. Hey!
Ешірсін сусының, тастырсың маған, орғамыздың келген иләбейдің. Дүғәт олсын, тәненің сақта, дүдің өлең сар түрінен. Sen külgene endir kalbim god endacı namage tercihüsle elgene besin tanıdan yedir bolan solcu yoluna Дорогие друзья, спасибо вам за гостеприимство и теплый прием. Дорогие друзья, позвольте еще раз от всего сердца поздравить всех присутствующих в этом зале, всех жителей нашей республики с этой знаменательной датой, столетием образования автономии Калмыкии. Поблагодарить вас за внимание, пожелать всем мира, добра, счастья и благополучия. И как говорят у нас в Калмыкии, белой вам дороги!